Ваше святейшество и блаженство, дорогие братья и сестры, от имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сердечно приветствую всех собравшихся в этом зале Международного дома музыки на закрытие 3-го рождественского фестиваля духовной музыки. Сегодня специальным и дорогим гостем нашего концерта является святейший и блаженнейший католикос-патриарх всея Грузии Илья II. Прошу вас. Святейший и блаженнейший католикос-патриарх Илья II является человеком-легендой. Нет такого человека в Грузии, который не знал бы его. Но и далеко за пределами Грузии, в том числе в России, православные верующие глубоко почитают и любят вас, ваше святейшество и блаженство. Более 35 лет Его Святейшество возглавляет древнюю грузинскую православную церковь. Он стал патриархом в трудные советские годы, когда религия была притесняема и гонима. И уже тогда, благодаря его неустанным трудам, в Грузии началось подлинное духовное возрождение, которое было непосредственно связано с его личностью. Я был свидетелем этого возрождения, потому что уже тогда, в начале 80-х годов, имел возможность приезжать в Грузию и подьяконствовать у Его Святейшества, и своими глазами видеть, как люди собирались вокруг этого духовного лидера и духовного отца, как святейший патриарх заботился о детях, читал о них специальные молитвы, и многое другое делалось уже в те трудные годы для возрождения церкви. Потом наступили не менее трудные годы, и святейший патриарх Илья неустанно нес свое служение народу Грузии. И в те печальные недавние времена, которые ознаменовались резким ухудшением отношений между Грузией и Россией, именно грузинская и русская православные церкви были тем основным связующим звеном, которое не позволяло человеческим и духовным связям между нашими народами разорваться. И огромная заслуга в этом лично Его Святейшества и блаженства святейшего и блаженнейшего католикоса патриарха Илии. Сегодня в этом зале Его Святейшество предстанет перед нами не только как выдающийся духовный лидер, но и как выдающийся композитор. Мы услышим в первом отделении концерта его сочинения. Сочинения, написанные для хора, а также и сочинения, написанные для хора с оркестром, написанные на грузинском языке и на латинском языке. Кто-то может задать вопрос, а почему патриарх пишет музыку? Неужели ему нечем больше заняться? Неужели у него так много свободного времени? Могу заверить вас в том, что свободного времени у патриарха нет совсем. С раннего утра до позднего вечера, до поздней ночи
Патриарх трудится, созидая свою церковь, общаясь с людьми, принимая гостей, совершая молитвы и богослужения. И тем не менее, когда душа поет, то это пение остановить невозможно. И когда духовный лидер хочет сказать что-то людям не только на языке слов, но и на языке музыки, то это особый дар. И мы сегодня услышим, как этим даром замечательно пользуется его святейшество и блаженство. Когда эта музыка звучит в Грузии, то ее очень быстро узнают и запоминают наизусть люди. И потом вместе с хором весь народ ее поет. Я сам был этому свидетелем. Я хотел бы от всех нас, собравшихся здесь, и от москвичей, и от представителей грузинской диаспоры, которые сегодня здесь присутствуют, сердечно приветствовать вас, ваше блаженство, поздравить вас, ваше святейшество и блаженство, поздравить вас с замечательными юбилеями, которые вы только что отпраздновали, вашим 80-летием и 35-летием патриаршей интронизации. И примите этот концерт как наш скромный подарок в честь вашего святейшества и блаженства. Мравалджамия уцминде содаунетара сумеупева.
Thank you.